Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Центр «Мои документы» с учетом перехода на второй этап снятия ограничительных мер возобновил работу в прежнем режиме. Какие услуги доступны, какие новые услуги появились, насколько во время пандемии увеличилось количество электронных обращений. Об этом и не только мы спросим сегодня у руководителя ГАУ МФЦ Республики Таисии Батуевой. Таисия Львовна, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, все ли услуги сегодня доступны? Принимаете ли вы граждан без предварительной записи? Да, на текущий момент мы полностью возобновили прежний режим работы. Принимаем и по предварительной записи, и в порядке живой очереди, и вернулись к нашему прежнему режиму работы. Потому что в период пандемии мы работали немного с ограничениями, как и все организации. По перечню услуг, начиная с июля месяца, мы также возобновляем наши все услуги. Сейчас практически все востребованные услуги доступны для наших граждан. Есть еще услуги, которые мы не вернули в прежний режим. Да? Это некоторые услуги Министерства труда, услуги органов, которые не так часто обращаются люди. Но мы в течение августа-сентября планируем полностью возобновить, конечно, с учетом общей эпидситуации в республике. Но учитывая то, что вы вернулись к прежнему режиму работы, как обеспечивается безопасность и социальное дистанцирование при приеме граждан в офисах? Ну, например, как проводится дезинфекция, если вы работаете без перерыва на обед? Мы обеспечиваем исполнение всех требований, всех рекомендаций Роспотребнадзора. Помимо того, что проводится, все наши сотрудники, скажем так, укомплектованы средствами индивидуальной защиты. Дезинфекция, безусловно, это обязательное требование. Мы проводим каждые 2 часа без перерывов, не закрываем офисы. Просто зонально сотрудники дезинфектора убирают все помещения и обеспечивают необходимые процедуры. Ну вот в свое время очень популярной услугой было оказание бесплатной юридической помощи. Возобновился ли прием заявлений именно вот в этом плане? Да, правовая поддержка наших граждан, особенно социально незащищенных категорий, всегда является актуальной. И с начала июля, со 2 июля мы возобновили в порядке записи оказания очной бесплатной юридической помощи, но всегда призываем категорию вот этих лиц, потому что, как правило, это инвалиды, это пожилые граждане, прежде всего получать юридическую помощь в порядке дистанционной по номеру 50 60 15 можно обратиться, получить исчерпывающую правовую консультацию. И если уже вопрос необходимо решать в очном порядке, то записаться на прием предварительно и прийти в установленное время. Ну, не секрет, что ситуация с коронавирусом внесла очень интересные коррективы в нашу повседневную жизнь, и многие услуги можно получить электронно. Насколько возрос спрос среди населения на получение электронных услуг за прошедшее время, за время пандемии? Да, безусловно, мы наблюдаем колоссальный рост обращений через наши порталы. Прежде всего, это региональный портал государственных муниципальных услуг Е-Якутия, через который граждане оформляют все социальные меры поддержки, все региональные муниципальные услуги. Если говорить о статистике, то рост практически в 2,5–3 раза. И также видим, что большинство граждан самостоятельно получает услуги федерального уровня, это услуги, допустим, по прописке, оформлению паспорта, да, через портал госуслуги. Там рост практически в 3 раза составляет. Ну вот скажите, такой темп увеличения количества онлайн-обращений, насколько для вас был ожидаем или все-таки неожиданным? И какие прогнозы на будущее вот именно в этой сфере? Я считаю, что для нашей республики рост был ожидаемый. По нашей статистике, по общей статистике, вернее, количество граждан, которые имеют учетную подтвержденную запись на порталах госуслуг, который является ключом к получению всех государственных муниципальных услуг в электронном виде на сайтах ведомств, составляет порядка 90%. Наши граждане, они умеют пользоваться и смартфонами, имеют доступ. У нас достаточно высокий уровень, скажем так, компьютерной грамотности, да, среди среднего населения и получателей госуслуг. Поэтому, на мой взгляд, мы перешли к электронному формату, дистанционному, более безболезненно, чем наши коллеги из других регионов, с которыми мы также общаемся, делимся опытом и поддерживаем друг друга. По прогнозу, я считаю, что те люди, которые
начали пользоваться порталами госуслуг и получать услуги электронно, они оценили преимущества такого способа получения услуг и будут продолжать уже получать их в дистанционном формате. Ну, что касается учетной записи, ну, разные ситуации бывают, у кого-то слетел личный кабинет, у кого-то еще что-то произошло. Можно ли подтвердить учетную запись удаленно, не обращаясь лично в центр обслуживания? Да, на сегодняшний момент такая возможность существует. Человек может подтвердить свою учетную запись дистанционно через мобильные приложения некоторых банков. Например, это банк Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Тинькофф. Также можно традиционным способом через Почту России подтвердить, либо у кого есть уже оформленное ЭЦП. Ну а следующий вопрос касается выплаты детям от 3 до 7 лет. Расскажите, пожалуйста, об этой выплате, какие семьи могут на нее рассчитывать. Да, это новая выплата, которая появилась в 2020 году. На нее могут рассчитывать семьи, имеющие детей от 3 до 7 лет включительно, и у которых доходы, средний душевой доход на семью ниже прожиточного минимума. Например, для города Якутска прожиточный минимум сейчас установлен в размере 16 780 рублей на человека. Заявление могут подать один из родителей. Подает он электронно через портал госуслуг, либо может обратиться в центр «Мои документы». При этом не требуется представление каких-либо справок о доходах. Данная выплата назначается на каждого ребенка на 1 календарный год. Также можно будет подавать на продление каждый год до того, как ребенку исполнится 8 лет. Размер выплаты составляет порядка 8,5 тысяч в месяц на ребенка. Для тех семей, которые по каким-то причинам еще не успели подать заявление в этом году, это необходимо сделать до 31 декабря 2020 года, для того, чтобы получить с перерасчетом с 1 января 2020 года, то есть за текущий 2020 год. Если они успеют в этом году, то следующий расчетный календарный период уже будет браться новый с момента подачи заявления. Ну и еще один вопрос по выплатам, тоже, пожалуй, популярный очень сильно. Я не оформил коронавирусные выплаты 5 и 10 тысяч рублей. Все ли еще можно их оформить или уже поздно? Будут еще выплаты на детей по 10 тысяч рублей в ближайшее время? Действительно, такие вопросы нам часто задают и в социальных сетях, и в колл-центре. Данные выплаты носили единовременный характер. Они выплачивались на основании отдельного решения президента Российской Федерации. И на данный момент эти выплаты, кто не получили, они также могут подать заявление до 1 октября через порталы, либо обратиться в пенсионный фонд, либо в центр «Мои документы». По поводу того, будут ли еще дополнительные выплаты, мы такой информацией на данный момент не владеем. Ну вот если еще остались вопросы у наших зрителей по работе офисов «Мои документы», по предоставляемым услугам, куда и как можно обратиться за какой-либо консультацией? Получить консультацию о деятельности центра, об услугах всегда можно на нашем сайте. Там у нас запущен с весны новый сервис онлайн-консультации, где специалисты в режиме реального времени отвечают на вопросы. Также можно обратиться в наш колл-центр по номеру 8 800 100 ровно 22 16 и обратиться в наши офисы. И также напоминаю, что мы активно консультируем, информируем через все возможные социальные сети. Как правило, это Инстаграм, Твиттер. Люди задают вопросы нам и в Тугисе, мы также отвечаем. Пожалуйста, обращайтесь. Таисия Львовна, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Спасибо вам. До свидания. О возобновлении работы центров «Мои документы» мы разговаривали сегодня с руководителем ГАУ МФЦ Республики Таисией Батуевой. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.